Красавчик, а? При параде. Обниматься. Давай, по кругу пошел. Единственный джентльмен. Все остальные как-то так в демократии играют. Попроще. Він вам накострює. З кабанком. Поїв. Это у тебя камера? Да. Шпионская. Мотя. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
Виталий, ну, в Петербурге, да, ты? Да, Санкт-Петербург. Станция Парнас. Ну, я буду в октябре там, в конце ноября. Напишу. Слушай, ты вообще не изменился, Привет, Игорь. Ты где? Ты как будто вышел и зашел, да? Привет, Украина. Сейчас, надо его порвать. Маленький. То есть сам пиджак тоже был купить 50 там какого-то размера. Или пиджак поменьше. Там Самый красивый знак. 97 да, я такой. Не видели с тобой. Привет. Привет, Леша. Здравствуйте. на прошлом группе. С приездом на родину. А я на город. Да, команда народу. Серега Дмитриев, он здесь в городе. Летел в Союз. Ошибайтесь. Наша группа. Сказали самое главное. Тридцать лет не Ну, оказывается, его страничку взломали. Саша Павла Санычка в Москве. Они в Москве улетели, что-то по каким-то обстоятельствам. Я звонил. Здесь он говорит, на больнице пошел. Они же квартиру купили, это же, на 10 сторон, трехкомнатную. Нет, куда не забрали. Я договорился, это меня одноклассник приедет, соберет. И еще там вот туда не пишите, короче, раз и выходит. Все настают, давай расписывай. И тут заходит Еремеев. Все с этим такие, вы слышите меня, бандерлоги? Вы слышите меня? Вова Ленин сдавал в 7 или 8 раз. Еремеев выгонял. Там когда в 3-й или 5-й, 4-й раз пришел. Блин, вообще классно было.
А самое смешное, что потом я открываю, когда диплом получили, квантовая механика личности. Да ладно, мне 4. У меня отлично стоит. Могу лично показать. Не, у меня отлично, я же решал все. Нет, а у меня я сдал на тройку, а у меня стоит отлично. Ну же, когда помните, А потому что дал потому что дал задачу четвертой группе нашей Ольга группе. Кузнецова, то ли И Ольга вот актив, кто решает, такие собрались. Блин, четвертая группа отличается только тем, что координаты смещены. У них нормально решается. А у нас координаты смещены. Если смещать координаты, то получается четвертая группа задания. Мы такие решали, но ничего не получается. К нему уже набрался храбрости, подхожу сзади. Группа поддержки такая, да? Так и так, надо смещать координаты, получается задание четвертой группы. Он такой, ну смещайте! Он учил не думать. Ну, если бы, понимаешь, мы бы сместили, если бы такое же задание не было у четвертой группы. Чуть-чуть подождем, я его попросила, да. Пока вставайте, давайте Толю. Видео. Беда, как ты мог F-89, гип-гип! Ура! 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 Всем, кто не пришел. Все пока трезвые. Толя. Когда-то ходили в вулкан. Вообще кинозал. А кто зал? Но. Спортзал там. Актор-зал здесь. Красота. намного меньше. Твое любимое Актовый зал был. А говорили, что мы в 4 Не знаю, 404 там. С другой стороны же поднимаешь. Ты забыл, что ли? Я уже не помню. Да, почему там нет? лестница взяла. Меня кто-то спрашивает, а Шпсаин это что? Он думал, что это аббревиатура. Он же меня тоже. Василий Иванович Чапаев тоже. Знаешь, как это, по алгебре получил-то зачет? Экзамен сдавал. Полгода сдавал. Я с Лобачуковым сдавал. Потом они все были моими начальниками. Да? Павел Иванович был директором завода гранитов. Слободчиков был тоже там разметчиком. Короче, все в Алмазе. Не, Яковлев учил же, потом по электродинамике. Павел Иванович был финансовым директором. Кем был? Павел Иванович. Я его встречал и А говорю, Виталий, кому нужно? Директор как Ходите с этим уровнем. А кому теперь четверка? а, ну да. Теперь пятерка. Всем поставил. Тебе помогают, допустим? А потом кто-то остался там признавать. Кому нужна тройка? Я его 4 раза сдавал на Оставил. Не, я не помню, что это. Когда во втором курсе остановился, я давал стандартный учитель, на который вы не выпускали. Годом старше нас учились. Я говорю, сейчас работает. Почти одна
Который на этом беседовал с Корякиным на тему, как фашисты петляли по снегу, ходили в туалет. Бедный. Сделали где-то 3 года назад. Раньше здесь был музей, как вы все знаете. Да? Ну вот, переобразовали именно для студентов, для их досуга, для занятий и для проведения мероприятий разных торжественных случаев. Да? Именно здесь вручают дипломы студентов по группам и проводят разные занятия. Сейчас я приглашаю для выступления нашего директора Николая Данила Валерьевича, кандидата в ислам наук. Вот здесь момент. У нас сейчас 8 кафедр. На 4-м как раз открылось новое направление, технологии научного материала. Когда, помните, родилась аграрийная промышленность, ювелирная промышленность у нас начала развиваться. Ну, потом, конечно, развалилась. Но сейчас вот недавно вышел указ, что нужно возродить все это, да? Промышленность, ювелирное производство. И к 30 году мы должны увеличить 7 раз на производство ювелирных изделий, программ Павловска и так далее. И санкции сегодня который учителей, это единственное направление, где учатся 5 лет старым, да? Связано с 4 года. Но с 26 года мы должны перейти на новый формат, который сейчас проводится в 6 вузах нашей страны. Это, скорее всего, будет возврат к летней системе образования, которая будет называться базовым образованием. Дальше будет называться 5 лет плюс 1, это будет магистратура, уже целевая, да? Причем узкая. Специализированная. Вот сейчас можно заканчивать, например, КТИ, поступать на ПИ, там, на медика даже, да? То есть, а там дальше уже нельзя будет, только после продолжения своей специальности. То есть, значит, методику я упомянул, выпускники работают во всех школах, 100% это устраиваются. Но, к сожалению, вот все равно вычислений не хватает, все мы знаем, да, в школах нехватка вычислений. Переносили, нам за это ставили зачеты. Я закончил время и зачеты. То, что таскали очень тяжелый курс. Заземление по-прежнему нет, да? Нет. Заземление по-прежнему нет. Кстати, вот как купили в 97 году мебель, оборудование вместо того, что все так и стоит. На том, все приборы, на которых мы учились, они так и стоят. Обновление было очень небольшое. Компьютеры очень довольно старые, да, с 10-11 года. Там у них есть очень хорошая база. Русгидро недавно приезжали, главная организация, да? Они сказали, что даже по России такого оснащения нигде нет. То есть одно из лучших в России. И поэтому наши студенты входят в наше направление электроэнергетика, Я работаю у нас за границей. И хочу спросить, а куда встраиваются те, которые студенты закончили у нас за границей? Они сейчас делятся на две подгруппы, гранта и ювелирное производство. Ювелиры, они во всякие которые делают украшения, да? А гранчики, оценщики, там устраивают, просто, да? Ювелирные, по-моему, нет. Там, конечно, есть мнение, что они уже востребованы, но на самом деле и даже было предложение закрыть кафедру. Даже так поставить? Кафедру технологии урока графитных металлов, конечно, не поставили. Они выполняют сейчас научные работы по заказу вот эту кафедру, в том числе студентов. У нас вообще молодежи нет. Мы все пенсионеры. У нас все графики пенсионеры. Вот я кафедру скажу. Но на практике они всегда идут по вопросам вариантов. Да, вопросы. Это очень важно. Ну вот у нас дорога вышел, набираем там только 2 человека.
20 человек. Бывает даже платные студенты, которые сами хотят помогать учиться. И заканчивают практически через 20. Очень хорошо. Ну, там туда выступают такие творческие ребята. Конкурсы, лекторы, композиции. Вот, я с прошлого года. Так, что у нас? Перестал существовать в 1977 году, да? Да. Бисмарк факультет разбился на два факультета. На физический и математический. И вот так очень долго он держался, аж до 2000 года. После 2000 года мы все знаем, что мы работаем в физико-техническом институте. Ну, краткая история вот такая. Всего направлений у нас, я посчитал, допустим, сколько обучения? 9. Да, 9 направлений обучения, допустим, да, 9 направлений обучения. Это педагогическое направление, технология художественной обработки материалов, автоматизация технологических процессов и производства, машиностроение, радиотехника, электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника. Также у нас фундаментальная физика, медицинская физика и радиофизика. Вот такие направления обучения. Вот поэтому можете пригласить своих, допустим, детей. Кто-то в школе, наверное, работает, да? Ну, вот Стоим же. Это там есть одна большая площадь республики, смотрите, для республики Якутия, я там много знаю. Те, кто, допустим, в этой группе, наверное, знает, что такое школа абитуриентов физического института. Мы начинаем обычно собирать на это, допустим, через вот эту группу где-то 100 семей. Так? Ну, дети, допустим, которые учатся 9, 10 и 11 классах, подают заявление и, допустим, приходят одну неделю, плотно учатся у нас по физике и по математике. Второй будет, допустим, заезд будет где-то под Новый год, третий, допустим, где-то в июне, в феврале будет, и по желанию, допустим, где-то весной тоже. Ну, 4 сезона. И после этого люди говорят, что они хорошо подготовлены, получают хорошую подготовку к ЕГЭ. Он же качок, да. Что ты? Ты где сейчас? Так же? Лодку с собой берешь? Выпуска не видела. Первая группа. Афоня Олафтигара. Доля Олафтигара. Вот это вот, да, куда? Да, да. Эти не маленькие. Это Ой, Макс, ты Так, потом Ким Турары. Ой. Это на первом или на втором?
Приветствую. Приятного мешаться не добиться ты пока. Пока, Капа. Улар сабери. Капа. Шарфик то улар сыша. Улар сангетик не ты его на дюрях. Ты чувствуешь? Ага, я здесь фотоgraфировал. А саржики только первый год раздают, да?